Здравствуйте, Гулитёкинен. Добрый день, уважаемые. Да, мне микрофон не нужен, голос. Слава Богу, природа не обделила голосом, поэтому так удобнее будет. Во-первых, мне достаточно всегда трепетно присутствовать на заседаниях Общественной палаты, потому что после назначения 2 года назад руководителем администрации самое первое мероприятие, которое было поручено мне посетить в качестве руководителя, это было тоже пленарное заседание подведения итогов Общественной палаты. И это для меня достаточно важно, потому что Общественная палата Республики Саха-Якутия является действенным инструментом общения органов власти с исполнительной властью, да, и общественность, населения Республики Саха-Якутия. Я долго думал, что доклад подготовили, тезисы, но я хочу чуть-чуть изменить и, во-первых, принести свои изменения за опоздание. Пользуясь тем, что у нас здесь главы муниципальных образований, мы с 9 часов утра проводили совместное заседание Единого координационного центра и Совета муниципальных образований по вопросам содействия специальной военной операции. Мы обсуждали, как будем менять механизмы работы опорных пунктов. По итогам 1,5 лет работы слушали глав муниципальных образований, как они планируют работать. То, что меня обрадовало, это то, что главы муниципальных образований очень хорошо понимают нашу задачу, чтобы каждый человек, который работает и во власти, и вообще везде, с утра думали, как нам сделать так, чтобы победа случилась как можно быстрее. Есть главы, которые хотят принять участие в качестве военнослужащих, в качестве добровольцев, в качестве контрактников. Но здесь вопросы надо обдумать, потому что это люди, главы муниципальных образований, они выборные должности. Им население доверило свои голоса, чтобы представлять интересы. Поэтому здесь, прежде чем принимать итоговое решение, надо обязательно хорошенько все взвесить. Также хочу дополнить информацию Станислава Семеновича в части того, что по Марии Константиновне Бахилевой. Станислав Семенович сказал, что 2 сына служат, служат 3 сына. 3 сына сейчас в зоне специальной военной операции. Было поручение руководства страны, чтобы мы отработали в этом году, чтобы сын вернулся, 2-й, который служит. Мы проводили достаточно большую работу, встречались с ними. Никто не хочет возвращаться. Когда узнали о том, что 3-й сын хочет поехать, мы здесь поставили заслон, как могли, административно. Но парень уехал из другого субъекта контракта. Поэтому вот та работа, которую вы проводите как общественники, она очень важна не только для нас, да, но и для всех наших бойцов, которые защищают конституционный строй нашей великой России. Хотел бы поблагодарить Николая Дмитриевича за то, что он, невзирая на достаточно большую занятость, всегда уделял большое внимание данной работе. Несколько раз сам бывал и сейчас продолжает помощь. Ну и хочу выразить благодарность за вашу работу, которую вы провели на посту руководителя Общественной палаты. Сейчас на вас возложены тоже достаточно большая ответственность как народного депутата Республики Саха-Якутия. И в этом, конечно, наша совместная работа будет продолжена. В этом году, вот как руководитель администрации, я, конечно, недоволен совместной нашей работой, да, потому что в связи с выборами в Госсобрание Ултумен практически работа Общественной палаты была парализована. Это надо признать. И, конечно, надо наверстывать. Конечно, мне было неудобно, да, и вообще времени не было заниматься внутренними вопросами Общественной палаты.
когда там деньги передвигать, куда там передвигать деньги, откуда находить на тот же проезд, на те же какие-то мелкие вопросы. Эти вопросы, для этого есть аппарат, который должен этим вопросом ежедневно, ежечасно заниматься. Мы, конечно, будем в этом помогать, но всю работу сваливать на органы исполнительной власти, на администрацию, это, я против этого. Поэтому в этом отношении работу надо настраивать. Вот я полностью согласен с Иваном Ивановичем для работы по кадрам для Арктики. Вот вчера я встречался, сегодня встречаюсь с главами муниципальных образований, особенно арктических. Ребята, главы, воют от того, что нету кадров. Не знают, как закрепить людей, как заменить специалистов. Но, к сожалению, данная проблема не только у них, но и нас в органах исполнительной власти. Если 2 года назад, когда я только заступил для участия в конкурсе на вступление в гражданскую должность, должность было около 10 в среднем, претендентов, то сейчас 1-2, к сожалению. И вот эта работа, она, конечно, требует очень правильного, взвешенного подхода. Мы выбрали путь как администрация. Мы сейчас совместили муниципальный и государственный резерв кадров. Мы потихоньку возвращаемся к советской системе, когда мы должны обучать кадры. Мы должны специалиста уже, когда он молодой, уже знать, где он нам пригодится, где он нам нужен будет. Или на уровне муниципалитетов, или на уровне органов государственной власти. И мы должны делать так, чтобы этого человека проверять, давать поручения, чтобы он это смог выполнить, вытерпеть, и потом вырасти как человек и как специалист. Также я полностью согласен с письмом Августы Дмитриевны Марфусаловой, которое я получил 2 недели назад, когда наши органы исполнительной власти игнорируют обращение Общественной палаты, не присутствуют на заседаниях общественных палат, на публичных слушаниях. Это я буду пресекать, и Министерство экономики будет наказано. Если не дисциплинаркой, то рублем в том числе. Также хочу четко обозначить планы работы администрации в следующем году. Первая задача, конечно, для своих сотрудников я поставил работу, это победа специальной военной операции. Мы должны сделать все для того, чтобы наши ребята вернулись живыми, здоровыми, потом, чтобы они влились в мирную жизнь, чтобы они делали, работали во благо нашей Якутии. Это главная задача. Вторая задача – это выборы президента Российской Федерации, которые состоятся 15, 16, 17 марта. Здесь, в этом отношении, от вас, от членов Общественной палаты, как и во время единого дня голосования этого года, потребуется очень такая нервная работа в части организации наблюдений. Потому что мы перед коллективным Западом должны показать легитимность проведения выборов. Потому что будет очень много нападок о том, что все подтасовали, все неправильно посчитали. Мы должны доказать, что это не так. В этом ваша основная будет работа. Ну и в-третьих, для всех нас, для жителей республики, основная работа — это, конечно, Дети Азии. Дети Азии, которые состоятся в июне-июле следующего года. Так уж получилось, что эти Дети Азии, которые будут проходить в городе Якутске, являются самым крупным международным соревнованием на территории Российской Федерации в 2024 году. Пока дают, по предварительным данным, 35 стран-участников будет, гостей будет очень много, внимание будет колоссальное, возможно, и какие-то провокации для того, чтобы показать о том, что
все в Российской Федерации плохо. Но мы должны совместными усилиями достойно провести эти игры. Также хотел представить в конце своего выступления новых членов Общественной палаты, которых мы сегодня присутствуют здесь на заседании, на пленарном заседании. Это Грекова Жанна Валентиновна, педагог, психолог, муниципального проведения города. А также Устинова Вера Ивановна, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации. Новым членам я пожелаю плодотворной работы, чтобы вы стояли на страже интересов населения. Конечно, я вас знаю как прекрасных людей, которые, невзирая ни на что, будут этим заниматься. Поэтому пожелаю вам удачной работы. Также хочу попросить прощения. Сейчас вынужден после своего выступления, есть вопросы, ответив на них, убежать. Мне надо сейчас принять зал республики, где будет проходить послание главы Республики Саха-Якутия. Ну и извиниться за то, что не смог вас всех пригласить на послание главы. И здесь присутствующих совсем мало людей, которые будут принимать очное участие. Вчера вечером в 10 часов, когда Алексей Сергеевич принимал зал, получил замечание, говорит: Михайлов, ты с каждым годом все больше и больше народу собираешь. В этом году мы пригласили и глав муниципальных образований, и председателей районных советов депутатов. Говорит, что такими темпами ты совсем скоро до триумфа дойдешь, но такого, скорее всего, не будет. Чем больше общественности, тем лучше, я думаю, для СНС. Поэтому для того, чтобы мы все могли посмотреть, мы все это транслируем и на телевидении, и в социальных сетях, поэтому прошу найти возможности. Также будем повторять. Послание будет где-то продолжительностью 1:20. Будут там основные итоги нашей работы и основные планы на ближайшую перспективу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за совместную работу в этом году. Конечно, год был сложный, было много таких нестандартных ситуаций, но мы должны всегда уважать мнение друг друга и идти вместе только вперед. С наступающим Новым годом! Счастья, благополучия! Спасибо!